сани и телеги — это макеты. У нас в деревне такой промысел был. В вашей деревне, В да? нашей деревне вот так изготавливали сани и телеги. Артель «Обут» был еще в советское время. Потом в 60-е годы закрыли. Там вот это тоже подарили музей, специально изготовили. Это одна бабушка вспомнила молодость из пластика, Ага. Ну, крепежный пластик такой есть, и изготовили. Это мой советский паспорт. Положил сюда из сберкнижки. Лапки подарили. Многие. Мы сейчас разместили их, положили так вот. Место есть, Ознакомительно. Да, ознакомительно. Место есть, кладем там. Топорат «Зенит» недавно один подарил. Хороший, новый. Не новый, ну, справный, в рабочем состоянии, да. Один принес, мне не было, пищемашинку. Такую портативную. Вот Кофр. этот, как его, вспышка, 54 года. Ага, еще и сумка такая. Это сетка авоська, многие помнят. Советская, да, знаменитая. Игрушка, действующая игрушка, шьет. Продавали, я помню. Да. Это дипломат уже ходили в последние годы. Школа, фильм, кинопроектор. Вот как раз вот это буклет Сергея Сенина. Там фотографии семейные про его детство, творчество и гибкая пластинка с его голосом. Сам он читал стихи свои. Это Морзе, да? Аппарат Морзе? Это, да, ключ Морзе. Это школьные принадлежности, тоже значки. И я сам тоже собирал. Ну, тоже покупаю на рынке, тоже нахожу, собираю там. Телеграммы. Сейчас таких телеграмм нет, в этом сене телеграммы в открытых. Вот ставили мы их там. Это пушка. Она стреляла такими пластиковыми ядрами. А заряд из чего был? Пружина. 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 Вставляли, да. Чемодан тут. Балетки. В деревенской школе мы ходили еще, вот я помню. Сумочки такие, балетки в одно время. Это телевизор опять-таки один подарил, привез. Ну, тоже 15 лет прошло. Время идет. В день открытия, наверное, да? Или... Ну, мне тогда было 50 лет, перед этим он приезжал, да. Поздравляю с юбилеем, наверное. Ну, нет, просто деловой визит был. Здесь тоже коньки, старые коньки. Ну, опять-таки тут портянки, самые настоящие, узкие такие. Домотканые это, да? Домотканые, да. Портянки есть у нас еще утепленные в деревенском музее. Это уже фото лаборатории фонарь цветной, да. Детская гармонь детская. Это на рынке я купил у одних. Чуть отремонтировать надо будет там. Ну, магнитофон. Магнитофон ленточный, да. Крутой в свое время. Да. Здесь, ну, это чувашская старина? пиво, да, гнали, Для пивоварения. делали, да, для пивоварения, да. Ну, патефон пока, к сожалению, исправно меня нашли. Карманный приемник. Здесь собранный прибор, это усилитель, транзисторный усилитель для электрогитар. Это я собирал сам. Сам собрал, лежал, меня там и вытащил. Ну, пользовались? Не смог еще тогда. Гитары не было, электрогитары не было. Это прибор для проверки транзисторов. Тоже сам собрал его там. И вот сюда я принес, положил. Мне приятно. Гляжу, да, бой не пропал он тут. Может быть, все-таки, как вы правильно заметили, надо будет ее подключить, проверить там. Сейчас это, наверное, попроще, чем в старое время. Ну, да, конечно. Гитара тоже, в школе гитару мы там электрогитару нашли, там закрытая школа была, вот там стоит, там сюда принесли, выставили тоже, да. Это село Нижний Кумак. Вот ценный тоже для меня экспонат, это радиоприемник Родина, батарейный приемник, не от сети, а батарейный. Там две батареи были, значит, батарея ламп накаливания, сильный ток, и высоковольтные батареи. Вот две батареи подключались там, и радио работали. Гармонь. Ну и тут предметы быта.
повседневного быта. Опять-таки перемешка. Это железнодорожный фонарь, семафорный, разноцветный, там и зеленый свет есть, и красные фильтры, стекла поворачиваются с этой стороны. То же самое безмен. Ну, радиоприемников тоже немало, часы, тоже их было великое множество тогда делалось, разных моделей. Вот эти часы нам подарили позапрошлом году, им-то где-то порядка 40 лет. Завели, тикают, работают. Сейчас может тоже работать. И сейчас может работать. Подарили, да, принесли буквально в музей. Ну, естественно, конечно, наше детство, это мы пионеры все были, потом комсомольцами, тоже еще надо находить, там барабан немножко чуть-чуть там порванный, так, я думаю, найдем там. Предлагают, конечно, некоторые любители, может и подарят. Это портфели, сумки, значит, значки, ложки. Предметов много было, но для домашних кухонь там, тюринцы и прочее, но это более такого периода. Вот это как раз опять-таки завод керамических изделий, вот там большой такой кувшин, выпуск оттуда выпущено было. Это тесть нам подарил, он работал там, на этом заводе. Вашей подарил, да. Молодой семьи, наверное. Да. Жена подарила. Тут весы советские тоже, да? Весы тоже советское, да, производство, да. Из этого Кофе, пивной, пили настоящий. пиво или квас пили? Да, квас, да, и что угодно можно было, да. Здесь очень, тоже перне, кузовок. Перне, да, из коры вяза. Ну, счеты деревянные, опять чемоданчик, балалайка. Это колхоза деревни Егоркино Шубринского района. Дошли мы там, купили здание и там нашли чулан. Очень красивый такой радиоприемник, вернее, радиола с пластинкой. Прямо смотреть целое состояние стоило, да? Да, приятно. Ну, люди покупали все-таки, пластинки. Да. Покупали. Вот, да. Мы счастливы тем, что мы родились при СССР. Мы все-таки видели этот период, на себе чувствовали. У меня одни самые наилучшие воспоминания про этот период. И детство, и школы, и так далее. Там, я рвался ходить в школу, там было интересно. Интересно было. День пропускать это было просто убийственно, что в школе я не был там. Там очень интересно было. Такие были кабинеты, химический кабинет, физический кабинет, чего-то только не было. На уроки физики приносили, там ставили. Это было чудеса. А сейчас через компьютер это, конечно, совсем не то. Много делалось такого. Для школы, для развития. Вот все это хотим сохранить, собрать. Сделаем, конечно. Сейчас уже как бы старт взят, люди приносят, откликаются, дарят, и им приятно, и нам хорошо. Это для будущих поколений. Да, для будущих поколений. Некоторые дедушка, говорит, принес это просто, это говорит, для внука. Вот я приведу, говорит, покажу, что лежит, там он своих одноклассников там пригласит. Им будет интересно. И по тематике мы это сформируем все, по тематике, с помощью товарищей, там, производства, промыслы и, допустим, изготовление одежды, технологию и станки, все это выставим, все это сделаем. Не просто это, но это возможно. Это возможно. И нужно. Вот начальные этапы. Здравствуйте. Здесь тоже один притащил, ручная мельница. Да, старинная ручная мельница. Подарил. А у нас музей здесь. Заметили, да? Это весы райповские во дворе. В деревне было. Тут чашечек нету. Ага. Чашки еще должны. Каких годов? 50-х годов? А у нас тут много. Температуру
И он работает еще. Температуру? Мерить. Термометр? Термометр. Календарь там. Хотим выкинуть все. Ну, не надо выкидывать, мы примем, поставим, найдем место. Грелку купил на рынке, тоже советского производства. Не дырявая была. Вот там очки шоферские тоже. Дерматином шиты. Да, фуганок один принес, ага. Выставили, положили. Хороший фуганок такой. А еще с узором тут еще инициалы, видим, были. ИМП. Тут еще Клеймо тоже узоры. можно. Клеймо, да, тут его. На там. этом должно клеймо, если их... Может быть, есть, наверное. Вот здесь тоже еще какие-то знаки есть там вон. Ага. Вот очень красиво. Хорошего большого Инструмент. мастера был инструмент. Да. Сюда пока выставили. Параллельно начали мы выставлять современные сувениры уже. Сувениры, вот, допустим, рожденный в СССР, там, значит, стаканчики, бокалы. Ну, это уральские сувениры из камней самоцвета с Урала. У меня дочь поступила учиться, и оттуда мы ездим уже несколько раз были. Нам все это понравилось там. И знакомим наших местных волжан с уральскими сувенирными изделиями. Это будем продолжать. Здесь мы призываем их, что принимаем предмет старины для Народного музея, каждому дарите баночку меда, да, это мы делаем, нам это приятно. И вывешиваем фамилии дарителей, кто. Уже список это нам 2 раза длиннее. Ведем учет, и им самим приятно тоже приводить, показывать. Вот такой уголок культуры в Новоюжном районе. Это немножко на окраине города, можно сказать. Очень интересный экспонат. Вот кукла. Это Дверенина Терентия Парамоновича из Участник войны. Марпасадского района, участник войны. Вот он, книга его тоже. Ну, про него написана книга. А вот эту куклу с деревянными бедрами, с коромыслом, он подарил. Вот мне подарил. Он обычно не дарит никому. И вот мне подарил благодаря, мы ему тоже помогли. Чем помогли? У него тоже хороший музей. Видели, наверное, хороший музей. И все-таки содержать надо, там холодно. Я говорю, как вот люди там дают, ну это как неудобно, чего там, говорит, там, не спрашивай, скромно. Я тогда взял 3-литровую банку, попросил капроновую крышку, сделал вырез там сверху. Вот я говорю, не просите людей, вот сейчас я бросил 1000 рублей, жена бросила там 100 рублей, вот эту банку, говорю, просто выставьте туда, люди сами догадаются. Через месяца 3 меня не позвали на какой-то Михайлович, ваш сосуд хорошо действует. Наполняют люди, знак благодарности. И вот куклу подарил. Знак дружбы. Знак дружбы, да. Ну, удивительный человек. Ну, таких людей, чисто если в Марпасадском районе, их 3. Дверенин Терентий Парамонович, номер 1. Николаев Андрей Григорьевич, номер 2. Ну и наш президент, первый президент Чувашии, Николай Васильевич Федоров. Вот я считаю, их там 3 богатыря. Это Марпасадский район. Может, и хороший. Визитные карточки Марпасадского района. Да. Ну, Дверенин это вообще великий человек. 98 лет ему. Если не 99 уже даже. Надо будет еще раз ездить, поздравить. Да, люди останавливаются, продолжим на более такой уровень, поднимем, сделаем. Зимой туристов не так-то много, надеемся, к нам потянутся туристы зимние, летними, может быть, нам летних туристов заманить труднее будет. Ну как мы сорганизуем. И в наших мечтах здесь делать турбюро и отсюда возить туристов в Кумашку, Верхнюю Кумашку, Шумилинский район. У нас там места прекрасные, там клубы, пасека, гостиница,
есть много интересных вещей. Вот еще такая цель здесь собрать их, заинтересовать и повести еще более интересное место нашим возлюбленным.